Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Как известно, все страны ведут борьбу с пандемией COVID-19, которая распространяется по всему миру. В связи с этим Кыргызстан также предпринимает необходимые меры и прилагает усилия для спасения жизни людей. Главный советник представительства по торговле посольства Республики Турция в Кыргызской Республике Бекзат Эртен с целью оказания поддержки делу борьбы, которые ведут кыргызские братья в трудный период времени во главе с посольством Республики Турция в Бишкеке и с вкладом турецких бизнесменов, осуществляющих деятельность в Кыргызстане, для передачи кыргызской стороне в качестве гуманитарной помощи были приобретены 1000 кислородных концентраторов, которые прибыли в Бишкек в воскресенье 5 июля. А также Республика Турция в рамках борьбы с пандемией готовит комплексную помощь Кыргызстану, и в ближайшее время ожидается прибытие данной помощи. Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выразило искреннюю благодарность посольству Турции в Кыргызстане, Ассоциации турецких бизнесменов, нашим неравнодушным выпускникам, Обществу кыргызско-турецкой дружбы, а также Кыргызско-турецкому бизнес-сообществу за оказываемую помощь. По итогам телефонных разговоров министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова с министром иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, состоявшихся 3 июля, планируется продолжение поступления гуманитарной помощи Кыргызской Республике по линии правительства Турции. 6 июля состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Стороны наметили совместные планы на текущий год по наращиванию взаимодействия между двумя странами. Во время телефонного разговора главы государств также обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ферганская область Узбекистана оказала гуманитарную помощь Баткенской области, медицинское оборудование на сумму 6 300 000 сомов, которое включает в себя защитные средства и диагностическое лабораторное оборудование, сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19. Данное мероприятие было проведено на основе переговоров полномочного представителя правительства Баткенской области Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева. Руководство Баткенской области выразило глубокую благодарность президенту Узбекистана и руководству Ферганской области, всему узбекскому народу за оказанную помощь в трудной ситуации. Напомним, ранее главы двух областей оказали ряд двусторонних услуг по средствам защиты продовольственной продукции, необходимых для борьбы с коронавирусным заболеванием. В последние годы нам удалось решить многие проблемные вопросы на границе с соседними странами. События в Сахе не должны повлиять на нашу дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы. Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство на 1000 лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга, подчеркнул Шавкат Мирзиёев. Кыргызская сторона заверила, что свободное передвижение узбекистанцев между регионами страны и анклавами Сох, Шахимардан и Ердан будет обеспечено. 9 июня по инициативе руководства Баткенской области Кыргызской Республики состоялась встреча хакима Ферганской области Шухрата Ганиева с губернатором Баткенской области Алишером Абдрахмановым. Об этом сообщили в пресс-службе хакимията Ферганской области. На встрече также присутствовали руководители пограничных войск, служб безопасности, внутренних дел, таможни, областной прокуратуры и члены правительства Кыргызской Республики. В свою очередь, использование трансграничных водных ресурсов и пастбищ будет основываться не только на существующих правовых нормах, но и на толерантности и давних дружеских отношениях. Члены киргизской делегации подчеркнули, что не будет никаких препятствий или проблем для свободного передвижения людей из страны в анклавы Сох, район, Шахимардан и Ердан поселки. Свободное движение грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания, потребительские товары и строительные материалы в эти районы также будет обеспечено, говорится в сообщении. В сообщении также отмечается, что недавний пограничный конфликт никак не отразится в дружественных отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном.
Динамично распространяющаяся по стране коронавирусная инфекция COVID-19 и летальные исходы от нее ввергли народ Кыргызстана в состояние тревоги и стресса. Ввиду коварства и неконтролируемости болезни наблюдается небывалая перегрузка системы здравоохранения. Изо дня в день растет количество зараженных, не хватает врачей, больниц, карет скорой помощи и лекарственных препаратов. В трудные дни на помощь правительству и системе здравоохранения пришли простые не только нас, от нее мучается весь мир. В такое время люди, имеющие возможность, не должны оставаться в стороне. Мы с мужем тоже не смогли равнодушно смотреть на происходящее. Ввиду нехватки мест в больницах мы решили отдать нашу гостиницу в центре города для обсервации. Объявили о своем намерении через социальные сети. Нам сразу же позвонили из мэрии и правительства. Сказали, что направят группу специалистов для исследования нашего отеля. Далее мы провели консультации со специалистами из Министерства здравоохранения. Они осмотрели наш комплекс, провели свои расчеты и дали на это разрешение. В данное время в номерах гостиницы уже размещены 18 медработников. В дальнейшем мы по запросу будем дополнительно выделять места для новых врачей и медсестер. Кроме того, с начала введения карантинных мер мы оказали гуманитарную помощь районным больницам Кадамжайского и Наукатского районов. Передали им средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства, а также соцпакеты для малообеспеченных и многодетных семей. Также мы приобрели 2 реанимобиля для территориальных больниц указанных районов. Нужно открыто говорить о том, что делается. К примеру, после того, как я объявила о желании помочь с обсервацией, ко мне от граждан начали поступать другие просьбы о помощи, чего бы я не могла узнать ранее. Также позвонили другие партнеры по бизнесу и спрашивали, чем они могут помочь. То есть этот механизм дал толчок для других благих деяний. Считаю, что в такое непростое время нам всем нужно крепче держаться друг за друга. Вы правильно говорите, Бурул Аим. Перед лицом пандемии мы должны крепче держаться друг за друга. Бурул Кушбек, вы человек, умеющий распознавать суть проблемы независимо от уровня сложности и на любом этапе. Вы сумеете удивительным образом находить способы наилучшего решения. С вашей стороны это великолепный жест, и вашего супруга Расула Айдарова благодарный народ поддержал. Ваш пример стал образцовым для знаменитых личностей, политиков и даже для мэрии, и вслед за вашим поступком начали создаваться для народа новые условия для лечения. Доброта. Она не увядает и не ждет взаимности в ответ, никогда не жжет, а согревает, оставляя в душах яркий свет. Доброта не судит, не калечит, от нее не стоит ждать вреда, лишь она от злобы мир излечит, не завысив цену никогда. Доброта действительно бесценна, и старик, что кормит голубей, даже сам, не зная постепенно, эту землю делает добрей. И ребенок, пожалев дворнягу и отдав с портфеля бутерброд, доброте поступком дал присягу, что в беде друзей не подведет. Доброта, она всегда богаче самых состоятельных людей. У нее нет джипа, нет ни дачи, но Господь поведал нам о ней. И друг другу веря и жалея, не таская в сердце груз обид, в целом мы становимся добрее. Ничего, что там в груди щемит. Доброта всегда протянет руку, несмотря на сделанное зло. Не узнать о ней, вот это мука. С ней не всем столкнуться повезло. Доброта, как раненая птица, что, сломав крыло, стремится ввысь, и блеснет слезою на ресницах доброта, что верит в нашу жизнь. Где добро, там свет, а как иначе? Жизнь без милосердия пуста. Если от чужого горя плач, значит, не иссякла доброта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию с рабочим визитом. Состоялась двусторонняя встреча главы украинского МИД с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По результатам встречи была проведена пресс-конференция. Затем парк украинской культуры открыли в Анталье, Турция. В микрорайоне Орникёй южного турецкого города Анталья прошло торжественное открытие парка украинской культуры. В церемонии открытия парка и барельефа известному украинскому поэту Тарасу Шевченко приняли участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, посол Андрей Сыбига, глава района Мурат-Паша Умит Айсал и председатель местной общины «Украинская семья» Вита Михайлова. После официального открытия министр Кулеба встретился с украинцами, проживающими в Анталье, и признался, что впервые в жизни посетил турецкий курорт. «Я сам стал свидетелем того, какие серьезные меры безопасности принимаются в районе. В прошлом году Турцию посетили 1,5 миллиона украинских туристов. В этом году же этот показатель может снизиться на фоне пандемии. Однако в данный момент я не вижу никаких препятствий для посещения Турции, в частности Антальи», отметил Кулеба. خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه در چمن شاد و کش آمد. خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه در چمن شاد و کش آمد. سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دلکش آمد. به آب و سبز و گل می کشد دل، که آب و سبز و گل دلکش آمد. خوش آمد پیش گل می گفت بلبل، خوش آمد های او گل را خوش آمد های او گل را خوش آمد. خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه در چمن شاد و کش آمد. استقبالت آمد وقت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز. استقبالت آمد وقت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز. بیای تازه گل برگ بهاری، بگو عزم کدامین باغ داری. به استقبالت آمد وقت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز. خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد بنفشه در چمن شاد و کش آمد.
خوش آمد خوش آمد باد نوروزی خوش آمد بنفشه در چمن شاد و کش آمد. Где находится могила Эртугрула Гази. Необычный караул почета появился в турецком городе Сигют в провинции Беледжик, у мавзолея, где похоронен Эртугрул Гази, отец Османа Гази, основателя османского государства. 13 солдат в одеяниях тюркских воинов XIII века будут теперь дежурить у могилы Эртугрула 365 дней в году. Эта инициатива была задумана администрацией провинции Беледжик совместно с турецкими военными и жандармерией. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuat olarak devrediyorum. 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 Ha, sola, dön. Uçadım beni, ar. Diğerlerini de ar. Личность Эртугрула стала необычайно популярной в последнее время в Турции благодаря телесериалу «Дирилиш Эртугрул», что означает «возрожденный Эртугрул». Вместе с самой личностью наблюдается также возросший интерес к доосманскому прошлому турок, в частности к этническим видам спорта, таким как стрельба из лука. К разряду новых таких традиций относятся и почетные караулы из 16 тюркских воинов, представляющих тюркские империи, которые встречают иностранных гостей в новом президентском дворце. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган побывали на съемках сериала «Эртугрул».
Önce kayıtlayacaksınız. Tamam mı? Evet, girelim Mikail. Kameralar başlayalım mı? Siz söyleyin, Sizin ben kayıtlamanız. ileteceğim. Эртугрул Газем, заложивший основу Великой Османской империи, став оплотом и надеждой мусульман всего мира, в течение 6 веков влияла на ход мировой истории, объединила вокруг себя более 60 государств. В исследовании также представлены интересные сведения о легендарных предках Эртугрула, Атиле, Огусхане и другие. О его потомках, султанах Османской империи, рассказывается о роли тюрков в распространении ислама на обширных пространствах Азии, Африки и Европы, о тесных исторических связях с Россией. Слово «Эртугрул» образовано из двух слов «эр» и «тугрул». «Эр» означает «человек», «воин» или «храбрец», а «тугрул» означает «орел», «большая хищная птица». Исходя из этого, значение имени Эртугрул будет таково: человек-орел, воин-орел или храбрая хищная птица. Напоминаем вам отдельные высказывания Эртугрула Гази. «Не бойтесь ничего. Того, кто боится, преследуют неудачи. Страх иногда допустим в обыденной жизни, но в ответственный момент гоните страх прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потерпите поражение. На мужчине всегда лежит ответственность за свою семью, за женщину, за детей, которых она подарила ему. Нет времени на слабость, усталость и уныние. Есть лишь совесть, честь, верность.
И это влияние сохраняется и в наши дни. Многие мыслители и писатели разделяют слова известного французского тюрколога Ирен Меликов, которая сказала: «Если все народы переведут на свои языки и прочитают произведения Мевланы, то в мире не останется ни вражды, ни войн, ни мести». Облик глина приняла, о, как непрочен он! Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной, и ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной. О, Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись, и в малой капле повтори морей бескрайних жизнь. Каждый уголок Турции уникален. Традиционные блюда, сладости, изделия, нравы и привычки. Что может быть лучше, чем окунуться на денек в жизнь маленького турецкого городка? Мы в Эскишехире, или, правильнее сказать, в старом городе. Ухоженный и компактный город в северо-западной Турции, заметим, согласно решению саммита глав тюркоязычных государств, стал культурной столицей тюркского мира 2013 года. В начале XIV века Эскишехир, или Старый город, был столицей молодого османского государства. В начале XX полем сражения греческих войск с армией Турции. В начале 21-го это студенческий центр страны и турецкая Венеция одновременно. Начнем наше путешествие по этому необычному городу и не забываем делать заметки. Официально население Эскишехира около 650 тысяч человек. Но поскольку именно в этом городе расположился самый крупный университет страны и четвертый в мире, с сентября по май население города увеличивается вдвое. И это неудивительно, в университете ежегодно проходят обучение 880 тысяч студентов. Эскишехир очень компактный город, центр его разделен каналами реки Посрук. Эта часть города называется Адалар, или в переводе на русский «острова». Каналы как бы выделяют в небольшие острова часть города, что в какой-то степени напоминает Венецию. Именно поэтому после реконструкции набережных в 2008 году здесь начали ходить венецианские гондолы. В выходные желающие прокатиться по каналам Эскишехира выстраиваются в очередь. Одна прогулка стоит 15 лир с человека. Адалар или острова – любимое место студентов. С утра до глубокой ночи здесь работают многочисленные кафе, рестораны и бары на любой вкус. Кстати, излюбленный транспорт здесь – велосипед. И это неудивительно. Город расположился на равнине, поэтому передвигаться на велосипеде не составляет труда. И по-студенчески дешево. Выпив свежего чая на островах, мы отправились за курительными трубками. Одун-Пазар – так называется исторический и туристический район Эскишехира. Отреставрированные здания XIX века
Пекарни и лавочки мясников, мастерские, на каждом шагу история. Мастерство и искусство, передаваемое из поколения в поколение. С виду обычная туристическая лавочка, украшения, изделия из морской пенки, но это место одновременно и мастерская, которая 4 поколения подряд производит курительные пенковые трубки. Морская пенка – это пористый минерал, крупное месторождение которого находится в окрестностях Эскишехира. Пенковые трубки же появились в Европе в 1725 году, когда австрийский граф Андраси привез из Турции кусок морской пенки. Ради эксперимента граф предложил своему мастеру Карло Кавату сделать из пенки трубку. И на заметку, у трубки из пенки есть свои весомые преимущества. Она быстро нагревается, не горит, отлично впитывает влагу и не требует предварительного обкуривания. Возможно, именно поэтому пенковые трубки сразу же полюбили в Англии, Австрии и Германии. Мастера в этих странах вырезали на кусках минерала античные сюжеты и карикатурные портреты исторических деятелей. Сегодня практически все пенковые трубки делаются здесь, в Эскишехире. Работа ручная и требует талант скульптора. Мастера говорят, что только в процессе работы становится понятным, какой формы будет та или иная трубка и кто на ней будет изображен. Минерал диктует правила, а не мастер. Таким образом, сделать 2 идентичные трубки невозможно. И на заметку, из морской пенки здесь делают не только трубки, но и кольца, серьги и другие украшения. Нагуляв аппетит на островах и прогулявшись по историческому центру, мы отправились на поиски самого популярного блюда в Эскишехире. И каково было наше удивление, узнав, что это не что иное, как чебуреки. Оказывается, 70% жителей Эскишехира – это потомственные крымские татары. Поэтому именно это блюдо и стало визитной кулинарной карточкой старого города. Чебуреки здесь подают с пылу, с жару. К ним подают также айран и, конечно же, большое количество салфеток. И на заметку, чебуреки в Эскишехире среднего размера, и мяса в них кладут не очень много, поэтому стоит заказать сразу 3 или даже 4 штуки. Приятного аппетита!